связи с 70-летием оккупации Восточного Туркестана у консульства Китая в Стамбуле была проведена акция протеста. В акции, организованной Союзом общественных организаций Восточного Туркестана, приняли участие сотни уйгуров и местных жителей. Уйгуры прошли до барьеров, установленных полицейскими в 50 метрах от здания консульства, где провели пресс-релиз и опротестовали оккупантов. Уйгурский ученый Ильхам Тохти получил премию Вацлава Гавела. Наградой также отмечены молодые правозащитники балканских стран. На главном заседании Европейского парламента был торжественно награжден уйгурский активист доктор Ильхам Тохти, находящийся в китайской тюрьме с 2014 года. От имени активиста премию получил Анварджан, который выступил со следующими словами. Премия поможет Тохти в тюрьме и способствует борьбе против угнетения уйгурского народа. Ранее в 2016 году в Швейцарии Тохти был награжден премией за борьбу за права человека. Крупнейшая нефтегазовая компания Китая CNPC сообщила, что в Восточном Туркестане был обнаружен участок с запасом нефти в 1 миллиард тонн и газа размером в 1 триллион кубических метров. Вместе с тем, что точный резерв нефти в районе Шинджэнг, расположенном в бассейне Ордос, составляет 358 миллионов тонн, специалисты предполагают, что цифра может достигнуть 693 миллионов. Помощник руководителя компании PetroChina Ли Лугуанг сообщил, что добыча нефти в этом году составила 640 миллионов тонн и заявил, что в ближайшем будущем может вырасти до 3 триллионов в год. Россия провела испытание разработанной в недавнем прошлом межконтинентальной ракеты «Тополь-М», заставившей беспокоиться США и НАТО. Пуск ракеты был осуществлен из 30-метровой пусковой шахты полигона Татищева, расположенного в Саратовской области. После выхода США и России из ядерного соглашения, США провели испытание баллистической ракеты, дальность полета которой составила 500 километров. В свою очередь, после выхода из соглашения Российская Федерация провела первое серьезное испытание. По сообщениям South China Morning Post, за последний месяц сотни учеников средних школ и лицеев, поддерживающих демонстрантов, дважды пропустили школьные уроки. Ученики, на которых были школьные формы и черные футболки, собрались в парке Чаттер Гарден и потребовали от правительства выполнить условия демонстрантов.